Всем привет! Сегодня 10 апреля. Температура за бортом около 0, то -1, то +1. Короче, с ночи валит вот такой сырой снег. Нападало где-то сантиметра 3-4, наверное. Время уже где-то около 2. Да, без 5:02. Я наконец-то освободился и спешу к своим продольникам вчерашним, что поставил. Посмотрим, что и как там. Если что-то будет, будем рыбачить. Если нет, будем поднимать. Эту камеру я оставляю в машине. Если что будет интересно, попробую снять на экшн камеру. Так что встречаемся на продольниках. На реке только один рыбак. Вот он. Вот он там рыбачит. Не знаю, что клюет там, не клюет. Но сегодня хоть один. Вчера вообще никого не было. Взял с собой туман на хулигана, пусть прогуляется. Уже очень сильно он просился. Ну что, потопали? Потопали к продольникам. Ну что, вот и закончили мы проверку. Смешно сказать. На 7 продольников 5 ершей. Крупный, хороший ерш. 6. 6 ершей, одного я насадил. Или двоих даже. Ну, короче, на 7 продольников 7 ершей получается. Ожидали, конечно, лучшего. Но ничего страшного. Сейчас возьмем бур. Будем сверлиться ближе к левому берегу. И менять продольники местами. Рыбу надо искать. Здесь рыба не идет. Или не берет. Или пока не шевельнулась. Вариантов куча. А что из них на самом деле творится с рыбой, никто не знает. Будем искать, будем пробовать. Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас 11 апреля. Все так же, как и вчера. Только с одной разницей. Сегодня я уже перешел на бродни, потому что зимние сапоги вчера при проверке лил дождь. И просто я насквозь был сырой. Даже вот эта ветровлагозащита не спасла. Полностью до трусов, до сапогов, до носков насквозь. Сырой снег, слякоть шла с дождем, снег с дождем. В итоге я промок напрочь. Сегодня нас в Печоре встречает мелкий моросящий дождь, и вот такой туман. Рыбаков нет. На улице -2, -2, +2. Тепло на улице. Сутки уже поливает дождь. В такую погоду очень быстро гниет лед. Тем более сверху вот выпал еще такой белый снежок. Теперь просто не видно этих темных пятен, где промоено. Лед очень и очень опасный. Ночных заморозков нет, и сверху он просто не подмерзает. Вижу, по следам с утра были рыбаки. Порыбачили и бросили. Вот там тропинка. Ничего не видно из-за тумана. Но я вам скажу, если бы рыба клевала, народ бы здесь был. Народ бы здесь сидел, народ бы здесь рыбачил. Рыба не клюет. Ага, вижу, он начинает чернеть возле берега. Так, не знаю, сфокусирует, не сфокусирует. Не, туман не дает фокусировать, но там возле берега начало темнеть. Мыло делает свое дело. Вчера выставил несколько новых продольничков, поменял местами под бур. Бурился, лед как каша, нет твердого льда, одна каша. И то не глубокий, буквально сантиметров, не знаю, 50 может быть. 60 местами, не больше. Местами даже и того меньше. Так что, если заморозков ночных не будет, лед уйдет очень быстро. Но пока он не ушел, мы не теряем надежды. Берем корыто, берем бур, посмотрим продольнички, где что клюнуло. Потому что закинул я вчера в разных местах. Перекинул кое-какую часть
на левый берег, что-то на правом берегу, что-то посередине. Ну, если что где клюнет, будем потом определяться. Там сконцентрируем побольше продольников. Ну, вот опять пошел дождь. Прячем камеру. GoPro-шка все-таки более-менее защищенная. А Саняшка не любит такие дожди. Все, погнали. Ну вот мы и на месте. Пока дотопал, весь взмок. Снутри так как вспотел, снаружи так как поливает, просто поливает дождь. Вот такой вот туман. Берег вроде бы рядом, левый берег, но его не видно ни хрена. А дальше можно потеряться в таком тумане. Короче, вот такая дерьмовая сегодня погода. Ну глянем, если по такому принципу, что рыбаку плохо, ой, что рыбаку хорошо, а рыбе плохо, и наоборот, что рыбаку плохо, то рыбе хорошо. Сегодня будет клев. Сегодня мы что-то поймаем. Сейчас только не знаю, как будет съемка. Идет дождь. Камера вся будет мокнуть. Ну ладно, попробуем. Попробуем. Так вот попробуем. Так. Ну что, поехали. Начнем проверять с тех палок, которые вчера поставили под ледобур. Диаметр 15 у меня, так что рыба пролезет, надеюсь, любая. Палец вчера крючком порвал еще. Дернул палку, которую оставлял зимой. А там, оказывается, был крючок. И просто крючком порвало. Так, ну что. Что-то даже дергает, типа ёршика. Ага, вон. Вижу ерша Ершовича одного. И все. Одна палка, один ёрш. Вот такой вот улов. Блин. Не густо, ребята, не густо. Так, ну что, смотрим дальше. Дождь все так же поливает. Я уже сырой. Я уже сырой весь. Так, что у нас здесь? Тоже никакой натяжки. Тоже пусто. Рыба не хочет пока клевать. Я не знаю, в чем причина. Причина в погоде. Причина не в погоде. Рыба клевать напрочь отказывается. Вон черви все целые. Раз червяк целый. Вон второй червяк целый и живой. И третий червяк целый и живой. И только вот кончик четвертого червячка кто-то откусил. Видать, ёршик или что потянул. Аппетита у рыбы нет. Так что навряд ли опять мы сегодня что-нибудь поймаем. Но смотрим до конца. Смотрим, может быть, найдем место там, где рыба клюет. Будем опять места менять. Ну вот и наша крайняя палочка. Ершовая, на которой клюет ёрш. Где кроме ершей никого нет. Ну, тут хоть ерши есть. На остальных ершей-то толком не было. Так, смотрим, сколько ёршиков сегодня залетело. Так, этот у нас насаженный ёршик. Это у нас малек. О, какой здоровые кабаны, блин. Раз, два и три.
3 ерша. В натуре ершовая лунка. Вы посмотрите, какие они просто здоровенные. Просто обалденно здоровенные. Вот этот вообще полное брюхо икры. Вон. О, вкусняшка-то, а. Короче, около 15 сантиметров. Вот это ёрш. Вон, икра уже вытекает с брюха. Скоро начнется нерест. Все на подбор с икрой. Нет, если такие ерши будут клевать, я согласен. Если на каждом крючке будут по такому ершику, это будет обалденно. Вон таких вот 3 ерша попало. 2 крупных и один просто очень крупный. Вот такой ершище. И в натуре ершовая лунка. Надо будет как-то время будет здесь попробовать на удочку. Может он... Хотя почему-то вот на удочку клюет мелкий ерш. Оставишь продольник, ерш крупный. В чем причина? Так что сегодня у нас опять кроме ершей ничего. Но мы не унываем. Мы снова будем менять места. Да не вместе дело. Просто рыба не клюет. У рыбы нет активности. Вроде и тает, вроде и весна. Но рыба вообще не хочет брать. Ничего страшного. Сейчас мы еще поменяем местами несколько штук. Попробую еще к левому берегу туда. На глубину в ямку поставить пару продольничков. Ну, короче, до следующей проверки. Всем пока.